Особенно радостно, конечно, быть в тех местах, где мы снимали. Видеть вот эти родные лица, которые я видела каждый день на своем монтажном столе, с которыми я общалась на протяжении всего этого времени. И вот сегодня уже вижу вас воочию и хочу сказать вам слова огромной благодарности за то, что вы есть, за то, что вы вдохновили этот фильм, за то, что вы помогли его сделать. Потому что сейчас, когда мы ездим по крешенским городам и селам, такие теплые отклики, столько слов благодарности и понимания того, что эта работа нашла отклик в сердцах людей. Вы знаете, когда мы первую серию показали, мы же думали, что все, мы на этом закончили, как бы сказали, слова любви к ряшинскому народу. И только потому, что вы нам сказали, давайте снимайте еще, давайте вот про это, давайте. А вот у нас был Чеклав, какой храм, вы это знаете? Откуда мы знали? Мы, конечно, об этом не знали. А то мы приехали, познакомились с прекрасными людьми, которые вдохновили нас на эту работу. И все то, что получилось, это только благодаря. Как будто вот снова родились. Дышать трудно было, когда свои обычаи, свои люди, вот мы родня вся, и со стороны вроде бы и смотришь на свою работу, как бы вот что сделано, что будем делать, такая духовность внутри, такое охота что-то такое большое, высокое, что-то совершить, но у нас скромный труд. Вы вот, приезжая из Москвы, посмотрели на нас своими глазами, и вы это все сделали с такой любовью, с таким достоинством, и мы вам очень благодарны. Мы про нас еще такое не видали, да? Да. Мы тут очень такие люди, тут про каждого книгу можно написать, про каждого можно кино снимать, но как-то вот так вместе и со стороны, и из Москвы. Большое спасибо вам. Мы вам очень благодарны. Вы нам очень близкие стали. Мы вас очень уважаем. И большой вам поклон. Спасибо вам за все. Я уже говорила, что все это только благодаря вам. Благодаря тому, что вы есть на этой земле. Такие удивительные люди. И я хочу вам сказать, конечно, благодаря конкретной помощи людей, потому что бы мы могли, если бы у нас не было возможности. И такую возможность нам дали Геннадий Николаевич Муллин. В первую очередь ему низкий поклон и слова огромной благодарности. Тамаре Алексеевне Багаудиновой низкий поклон и слова огромной благодарности. Ваша поддержка, понимаете, ваше желание. И вот это было реализовано, потому что мы вас очень любим, но мы сами, без вас мы бы ничего не смогли сделать. Только благодаря вам. Хочу поблагодарить еще Александра Ивановича Баширова, человека, который тоже откликнулся и помог. Но самые главные слова благодарности – это, конечно, отцу Павлу. Потому что вдохновителем и помощником, и главным действующим лицом, который связал нас всех, это, конечно, наш дорогой батюшка. Ваша благодарность, ваше желание помочь и что-то сделать вместе подвигает нас еще на очередные подвиги. Когда только что мы в Атах встречались с людьми вчера, позавчера, и говорит, а вот это еще надо снять, а вот это вот. О героях наших расскажите. Что же вы про героев-то не рассказываете? Расскажите о наших обычаях, потому что, ну, вы показали чуть-чуть, но этого мало. Сделайте фильм, посвященный обычаям нашим. Вы знаете, что с дорогой душой, потому что нам эта тема интересна, и обычаи интересны, и герои интересны, потому что ведь я уже говорила здесь, что о народе судят по его людям, которые остаются в памяти народом. А кто, как не герои кряшинского народа, правда, могут представить этот народ, чтобы этот народ узнали не только кряшины, кряшины своих героев знают, но чтобы узнали и другие народы. И поэтому, если вы нам поможете, если вы подставите свое плечико, то мы, конечно, с радостью эту работу сделаем. Вот этот фильм, я уже говорила, он пойдет по телевидению. Еще когда я была недавно в главной редакции телеканала «Союз», мне сказали, Наталья Анатольевна, вот кроме вас с Виктором Васильевичем в Татарстан никто не ездит.
у нас такой возможности нет. Но если бы вы сделали серию фильмов, можно даже 15-минутных, посвященных православию в Татарстане, храмам, приходам, общинам, вот это бы приветствовалось очень-очень-очень. И если вы сможете нам, скажем, сделать 10-15 фильмов, то мы это просто ставим в сетку, и они идут или раз в месяц, или раз в 2 недели. Представляете, потому что вот только через эти фильмы начинает русский народ узнавать, что православие это, оказывается, в Татарстане есть, и что православие представлено вот так широко, то, о чем в России, простите меня, просто не знают, к сожалению. И вот то, что мы делаем, это вот эта маленькая лепта, которая вносится для того, чтобы поняли и русские люди, и все остальные люди, что есть православный народ на земле Татарстана. Я искренне очень рад, Вот. что действительно с детских лет я мечтал, чтобы вот увидеть такое наследие фильма вот, именно о своем народе, о его православии, вероисповедании. Понимаете, это глубоко вот тронуто, вот, действительно невозможно спокойно смотреть фильм. Вам огромное спасибо. Мы очень, вот, наверное, благодарны вам. Вы принесли, отразили именно вероисповедание, конечно. Именно сила их в чем заключается. И дружба, трудолюбие, и воспринимать реальность как есть естественно. Спасибо вам огромное. Вы знаете, вот благодаря этим словам жить хочется. И вашей поддержке, и понимаешь, что, в общем, не зря живешь. А если не зря живешь, и трудишься не зря. Поэтому спасибо вам. Вот это вот взаимное, понимаете, вы говорите, а мы делаем то, что можем. И вот это же наш общий труд. Это не то, что мы, это мы вместе, вы понимаете? Что бы мы делали, если бы вы не были такими? Откликов очень много. Пишут очень теплые слова, слова благодарности. И я уже рассказывала, что у меня знакомый режиссер из Швейцарии есть. Он говорит, неужели такой народ вообще на земле существует? Это было полное откровение. Понимаете? Как это было для нас, такое откровение, когда мы с вами познакомились. И вот это узнавание вас, вот это отразилось здесь, ваша любовь. Она не могла не породить нашу любовь. Вы получаете любовь в ответ. Вот и все. И мы тоже идем с любовью к людям и получаем взаимную любовь вот так. И совершается вот это таинство Божие, построение храма любви в наших сердцах.